6 августа года, 17 часов 2 минуты по Берлину и 18 часов 2 минуты по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний наш стрим называется «Путин снова утирается перед Трампом». 6 августа, это вторая тема, День Победы Ичкерии над Россией. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Напоминаю вам, друзья, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментарии, не распространяйте. Что еще? Ну и как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях боевиков в Украине. На секунду. Так, шалом, Элькин, шалом, дорогой. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1010 боевиков, 1 танк, 52 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 147 БПЛА, 138 автомобильной техники и цистерн и 1 спецтехника. С чем вас всех, друзья, поздравляю. А теперь что-то со звуком. Вот я думаю, Ну а теперь, Иркин, скажи, пожалуйста, как со звуком? Так лучше? Так лучше, да, супер. Так, сейчас все выправим. Ну, давайте о сегодняшней теме. Встреча Путина и Уиткофа в Кремле обещают озвучить итоги, когда о них доложат Трампу. Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Москве длилась около 3 часов. Встреча была уже 5-й в этом году. Самолет Гольфстрим, на борту которого может быть Уитков, вылетел из российской столицы. Итоги переговоров в Кремле пока не комментируют. Реакции американской стороны тоже также нет, хотя она уже есть. Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации, то есть наши сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено, поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев. Прокомментировал итоги встречи помощник президента России Юрий Ушаков. Визит спецпосланников РФ несколько дней назад анонсировал Дональд Трамп, который дал Путину 10 дней на шаги по завершению войны в Украине. По его словам, в Москве хотели бы видеть Уиткофа, они пригласили его на встречу, так что посмотрим, что из этого выйдет, сказал хозяин Белого дома. Срок ультиматума истекает через 2 дня. И реакция, чтобы не говорили, что реакции нет.
Сразу после переговоров пришло сообщение о том, что Трамп обложил индийские товары дополнительными пошлинами в 25%. Причина в том, что Индия закупает нефть у России, говорится в указе президента США. Мера вступает в силу через 21 день. С 1 августа Вашингтон уже ввел торговые пошлины против Индии в 25%, объяснив это торговым дисбалансом и тем, что Нью-Дели ведет бизнес с Москвой. Но речь шла, там, Индия согласна, не согласна. И вот сегодня только что поступило, 46 минут назад, Deutsche Welle на русском языке опубликовал, что 25%. И, конечно же, мы можем сделать выводы, исходя из того, что в Украине война не прекратилась, бомбардировки идут, и вот эти пошлины. Я не знаю, для чего делаются вот эти переговоры. Ну, какие-то скрытые, наверное, вещи, механизмы есть. Очень интересно было наблюдать, как Уитков прогуливался по парку с российским представителем, и о чем-то они говорили. И это может свидетельствовать о том, что они говорили о том, чтобы их нельзя было нигде прослушать. Значит, был разговор очень секретный. Потому что в любом месте может быть подслушивающее устройство и так далее. А если ты вдвоем гуляешь, тебя очень сложно отследить, и постоянно тебя прослушать практически невозможно. Вот такая вот ситуация. Также сообщается, ну это уже другая новость, по поводу отключения мобильного интернета. На Северном Кавказе продолжается отключение мобильного интернета. В Ингушетии его уже нет неделю. Мобильный интернет не работает в Ингушетии с 30 июля 2025 года. Подключиться к сети можно только через Wi-Fi, но доступ к ним есть лишь у меньшей части населения республики. В результате люди уже неделю не могут пользоваться банковскими приложениями, заказывать такси или даже вызывать скорую помощь. На телефоне указано, что связь 3G или LTE, но на деле вообще ничего не работает. 1 августа я даже просто скорую дозвониться не смогла вызвать такси, чтобы поехать в больницу, когда отцу стало плохо. Пришлось бежать к соседям с машиной и просить их нас довести. Приводит «Свобода», не за горами, слова местной жительницы Залины Кадзоевой. Таксопарки обратились к малому бизнесу с просьбой открыть доступ к своим точкам Wi-Fi. Так таксисты решили принимать заказы. Ну и так далее, и так далее. Интернет отключается. Также интересно наблюдать за тем, что супругов Клинтон вызвали на допрос в Конгресс в связи с делом Эпштейна. Комитет по надзору Палаты представителей США вызвал на допрос по делу финансиста Джеффри Эпштейна представителей Министерства юстиции, бывших генпрокуроров и руководителей ФБР, а также Хиллари Клинтон и Билла Клинтон. Ну, вот такие вот свежие новости вам, друзья, чтобы вы были в курсе. Чтобы вы были в курсе, да? Так, шалом, Асламбек, Машволь. Походу опять Путин накормил лапшой. Либо что-то уступил. Да, мы же видим, что Путин что-то потихонечку уступает. И его задача продолжать давление на Украину. И он что-то дает за это взамен американцам. Посмотрим, что будет. Скорее всего, может, речь идет об Армении и Азербайджане. Что он туда больше лезть не будет, выведет оставшуюся свою базу с территории Армении. Скорее всего, может быть. Так, к нам пожаловали российские троллики. Алейк салам, позитрон. Маша Ойла.
Ну и ясно. Давайте попробуем зайти сюда. И давайте, пока вы тут собираетесь, респект из Осетии. Авдай, респект. Осетия, друзья, напоминаю вам, пожалуйста, не говорите, откуда вы. Это для вашей же безопасности. Не пишите, откуда вы. Это небезопасно. Я являюсь иноагентом, и вам это небезопасно. Ну а теперь я хотел бы немножко вас посвятить события, которые произошли 29 лет тому назад. 29 лет тому назад. 6 августа 1996 года это день, который для каждого ичкерийца, ценящего свою историю и свободу, остается символом несгибаемого духа и борьбы за независимость. Этот день победы Чеченской Республики Ичкерия связан с событиями 1996 года, когда вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия провели блестящую операцию «Возмездие». Потом она была переименована в «Джихад». И освободили тогда еще город Грозный от российских войск. Ну, точнее, их блокировали и потом принудили Россию к миру, скажем так. И я вам сейчас расскажу об этом. Предыстория. Чтобы понять значение 6 августа, нужно вернуться к началу 90-х годов. После распада СССР чеченский народ под руководством Джохара Дудаева провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия. 6 сентября 1991 года считается Днем независимости Чеченской Республики Ичкерия. Но на самом деле сам курс на свободу и независимость был взят еще в 90-м году, 27 октября, 26, 25, 27 90-го года, когда еще существовал Советский Союз. Тогда был проведен съезд, общенациональный съезд чеченского народа, и где фактически был референдум от каждой 1000 человек, чеченцев были представители, и эти делегаты проголосовали за избрание лидером общенационального съезда чеченского народа Джохара Дудаева, советского генерала, и был взят курс на свободу и суверенитет, на независимость и суверенитет. Это был акт самоопределения, основанный на праве народа решать свою судьбу. Однако Россия не признала наш суверенитет и наше право на свободу. В 1994 году произошла четвертая, уже широкомасштабная военная агрессия, которая получила название Первая русско-чеченская война. Российская пропаганда нагло, лживо утверждает, что это чеченская война, тем самым хочет представить, что это был какой-то гражданский конфликт, что мы между собой как-то воевали, и что Россия вмешалась и как бы остановила гражданский конфликт. Она так хочет это представить. Ну, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что это была российская агрессия, и это была русская война против чеченского народа. И то, что люди, которые были, тот же Ахмад Кадыров, который был муфтием Чеченской Республики Ичкерия, который был на стороне Джохара Дудаева, на стороне свободных чеченцев, сейчас как бы являются на стороне России. Это доказывает, просто даже этот факт доказывает, что никакой гражданской войны не было, что просто чеченцы, соблюдя все юридические формальные нормы, как международного права, так и Конституцию Ленина, Сталина и последнего образца, Конституцию Российской Федерации, РСФСР,
на законных основаниях после прекращения существования Советского Союза создали свое, по праву воссоздали свое государство. Также стоит отметить, что Россия в июле 92 года вывела все свои войсковые военные подразделения с чеченской территории, что стало первым выводом с территории постсоветской России. Российские войска. Первый случай, когда были выведены войска. Конституцию Чеченской Республики Ичкерия чеченцы приняли в 1992 году 12 марта. И 13 марта Грузия, первая страна, которая признала Чеченскую Республику Ичкерия, на следующий день признала Чеченскую Республику Ичкерия. Член ООН, ну как, все известно про Грузию. Война была тяжелой, российские войска вошли в Грозный, разрушая город, убивая мирное население. Но чеченский народ не сломился. Чеченские командиры Шамиль Басаев, Руслан Гилаев, Аслан Масхадов и многие другие организовали сопротивление. Чеченская армия организовала сопротивление, чеченское государство организовало сопротивление. Несмотря на неравные силы, чеченцы сражались за каждый дом, за каждую улицу, за свою землю. 6 марта 1996 года, буквально за 1,5 месяца до своей гибели, Джохар Дудаев провел операцию, которая 3 дня чеченские бойцы вошли в оккупированный город Грозный, заняли его, полностью его блокировали и уничтожили несколько тысяч российских оккупантов, захватили много трофея, захватили технику и успешно провели эту операцию. 3 дня, как сказал Джохар Дудаев, я вам покажу, как нужно брать города. И Джохар Дудаев в классическом стиле взял этот город, 3 дня удерживали, и это была такое учение. Ну, учение не нравится бойцам, которые принимали участие, когда я это называю репетицией или учением, им это не нравится, потому что война была очень жестокая, вот эти 3 дня были очень такими кровавыми и такими очень мощными. Затем, 21 апреля Джохар Дудаев был убит российскими спецслужбами. Очередное покушение было. Покушение, когда Джохар Дудаев разговаривал с Константином Боровым. В это время в Москве находился Билл Клинтон. И Константин Боровой, депутат, ныне проживающий сейчас, депутат Государственной Думы, ныне проживающий сейчас в Америке, как я слышал информацию, Джохар дольше обычного разговаривал по телефону, и в этот момент в него попала ракета. Ну, в машину, где он неподалеку стоял и разговаривал по телефону с Константином Боровым. И Джохар Дудаев погиб. В это время, в этот день в Москве находился, в России находился Билл Клинтон, и, как я уже сказал, и через несколько лет, через буквально 16, не несколько, очень много лет, через 16 лет, начали усиленно распространять информацию о том, что американцы наводили ракеты, что это была американская ракета и так далее. Я провел по этому поводу свое расследование, я писал об этом, и со всей уверенностью могу сказать, что американцы к этому не причастны. Кроме того, что просто закрыли глаза на уничтожение чеченского народа в целом. Покушения были и до этого, и во время, когда ракета была запущена в Джохара Дудаева. В этом помощи американцев русские не нуждались. У них были технологии на тот момент.
которые могли пеленговать телефон и наносить по вот этому радиосигналу ракетный удар. Вот таким вот образом погиб первый президент и лидер демократического, европейского государства при молчаливом согласии всего мира. Понимаете? После убийства Джохара Дудаева ОБСЕ, которая очень много сделала для того, чтобы проводились выборы парламента, президента, были наблюдателями. После уже Первой русско-чеченской войны тоже принимали участие и наблюдали. ОБСЕ, которые должны были быть нейтральными и ни за какую сторону, и Тим Гульдеман, швейцарский политик, который возглавлял миссию ОБСЕ в Чеченской Республике, фактически выступили на стороне России и выкручивали чеченцам руки, которые вели переговоры вот после вот этого 6 августа. К большому сожалению, Запад, в том числе ОБСЕ, которые вначале поддерживали, можно сказать, такие определенной степени там, давали надежду чеченскому руководству, чеченскому народу, а после этого просто оставили, просто закрыли за собой дверь в клетке с людоедом, медведем-людоедом и оставили нас там. Вот такая вот произошла ситуация с чеченцами. Надеюсь, с украинцами такого не произойдет. Очень надеюсь, что не произойдет. Хотя очень странная война, как мы видим, и в Украине тоже продолжается. Ну и про операцию «Джихад». 6 августа 1996 года операция «Возмездие», потом которая была переименована в «Джихад», 855 бойцов зашли в город Грозный, Гудермес и Аргун и полностью его блокировали. И началось кровопролитнейшее противостояние. И президентом на тот момент исполнял обязанности президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхан Индарбиев, который был на момент гибели Джохара Дудаева вице-президентом, принял политическое решение о необходимости этой крупной операции, чтобы переломить ход войны. План разработал план разработал Джохар Дудаев, но почему-то все утверждают, что это был Аслан Масхадов. Нет, план был разработан Джохаром Дудаевым, и еще в марте, 6 марта уже эта операция была проведена. Как я уже сказал, наши отряды численностью около 855 человек вошли. Весь народ чеченский поддерживал наших бойцов. Это была на самом деле народная армия. Это народ и армия были едины. Это была молниеносная и дерзкая операция. Чеченцы, используя знания местности и тактику партизанской войны, проникли в город, обойдя блокпосты по ранее проведанным дорогам, когда они в марте заходили. И атаковали ключевые объекты, комендатуры, административные здания, военные базы. Гудермес, Аргун также были блокированы, чтобы российские войска не могли перебросить подкрепление. Российские силы, несмотря на численное превосходство и тяжелую технику, оказались в ловушке. Чеченские бойцы организовывали засады, уничтожали бронеколонны, захватывали склады с оружием. На Грозненском вокзале, например, был захвачен вагон с противотанковыми гранатометами, что стало настоящим подарком для наших воинов. Здесь я хотел бы отметить, что воевали чисто трофейным оружием. Никто в мире не помогал, ни американцы, ни турки, ни англичане, никто не помогал. Вначале, когда нам давали ложную надежду, что нас будут поддерживать, да, тогда была какая-то риторика по радио «Свобода», там «Голос Америки», какие-то хорошие, красивые, интересные слова говорили. Но когда война затянулась и от России получили то, что нужно было,
да, что-то напоминает сегодняшними событиями по войне в Украине. Нас, как я уже сказал, засунули обратно в клетку с медведем-людоедом и за нами еще закрыли дверь. Сказали, вы внутреннее дело России. Извините, мы в это не лезем. Хотя и вначале тоже нас признавать не собирались изначально. Но поддерживали и давалась такая ложная надежда, что вот мы вас признаем, мы там это, мы там то. Но получилось то, что получилось. Хороший опыт, который мы не должны, чеченцы, забыть. Правда, он очень дорого нам обошелся, этот опыт. То есть геноцидом чеченского народа, убийством более 250 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей, о которых не вспоминают. Те мечети, которые сейчас вы видите, огромном количестве понастроили, большей части Чеченской Республики, Россия понастроила их в местах, чаще всего в местах массового захоронения людей, чтобы не было раскопок и чтобы вот скрыть все следы вот этих своих кровавых злодеяний и преступлений против человечности и военных преступлений, а также акт геноцида. 7-8 августа город был практически полностью под контролем ЧРИ. Российские войска, окруженные в своих гарнизонах, не могли ничего сделать. По рации был слышен только визг, писк и мольбы о помощи. Спасите их от чеченов. Потому что русские не знали, сколько вошло чеченцев. Ну и, конечно же, весь народ поддерживал. Операция «Возмездие» стала не просто военным успехом, а символом чеченского духа. Мир увидел, что народ, который считали разбитым, способен на невероятное. Ведущие военные эксперты назвали эту операцию, как некоторые утверждают, бриллиантовой, не имеющей аналога в истории военного искусства. Чеченцы показали, что с верой, мужеством и умением можно победить даже превосходящего врага. Эта победа вынудила Россию пойти на переговоры, то есть принуждение к миру произошло. И начались переговоры, которые в конце концов привели к тому, что был заключен мир. И потом был подписан договор о мире и принципах взаимоотношения с вновь избранным президентом Асланом Масхадовым в 1997 году. И вы, наверное, видели, сперва Яндарбиев ездил в Москву на переговоры как президент. После уже выборов, когда Масхадов был уже избран президентом, был подписан договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия. То есть Россия фактически признала Чеченскую Республику и юридически закрепила это. Хотя на протяжении всех переговоров Россия юлила, хитрила, лгала, пугала, угрожала, подкупала, что угодно делала. И некоторые представители переговорной группы, в частности Ахмед Закаев, Маулади Удугов, люди, которые выступали фактически на стороне России. На стороне России. Даже по кадрам вы можете увидеть, где сидит Ахмед Закаев, который их отбирал Аслан Масхадов, кто поедет на тот момент на переговоры. И сидит Закаев, вот так машет головой на каждое слово, которое говорит Ельцин там, и его там группа. Ну, вот такая вот была история. Дело в том, что Чеченская Республика объявила о своей независимости, как я уже сказал, еще в 90-м году начала курс на свободу и независимость. В 91 году избрала президента парламента, в 92-м, 12 марта, приняла свою конституцию. И в 93 году, через 1,5 года после принятия Чеченской конституции, русские приняли свою конституцию. Это произошло 12 декабря 1993 года. Через буквально месяц после того, как русские вписали в свою новую конституцию, не спросив ни чеченский народ, ни свой российский народ, вписали Чеченскую Республику в свою конституцию незаконно.
абсолютно незаконно. Понимаете? Никаких... У них в своей конституции российской указано, что Россия, Российская Федерация — это республики, народы, объединенные с Россией, входящие в Россию, подписавшие федеративный договор с Россией. Чеченцы его никогда не подписывали. Чеченцы не участвовали при приватизации советской собственности, так как не являлись гражданами новой Российской Федерации. И ни в какой политической жизни, ни в выборах, ни в чем не участвовали. Более того, воевали, и весь народ воевал. Был и референдум, юридическая сторона была идеально, все соблюдено было как необходимо. И Россия, и все равно, несмотря на это, Россия в свою конституцию вписала в 1993 году, 12 декабря, о том, что Чеченская Республика часть Российской Федерации. Весь мир это проглотил. И через год, 11 декабря, то есть годовщине своей вот этой Филькиной грамоты, которую они сами никогда не уважали, и вот сейчас мы видим, как они относятся, как к международному праву они относятся, как к своей конституции они относятся. На годовщину своей конституции ввели нашу страну широкомасштабно, ввели свои войска и начали против нас военную агрессию. И обозвали это наведение конституционного порядка. То есть вот тогда они заложили эту мину, юридическую мину, под то, чтобы начать войну через год. Когда они в 1993 году, 12 декабря, приняли свою конституцию, вписали нашу Чеченскую Республику в свою конституцию незаконно, через месяц чеченский парламент переименовал Чеченскую Республику в Чеченскую Республику Ичкерия. И слово Ичкерия до сих пор не дает им спокойно спать и жить. Потому что убивали они народ Чеченской Республики Ичкерия юридически, если подходить к этому вопросу, и совершали агрессию, военные преступления, преступления против человечности, акт геноцида граждан Чеченской Республики Ичкерия. Именно поэтому их слово Ичкерия очень коробит, и они хотят от него максимально избавиться. Если вы обратите внимание, постоянно они пытаются избежать этого слова. Они готовы это называть как угодно. Чеченская Республика, Чечения, Чечня, Горская Республика, Имарат Кавказ. Как угодно они наших же людей, обманывая и склоняя их под разными соусами, в том числе религиозными вот этими нарративами, они нас пытаются подвести под то, что никакой Ичкерии не существует. Чеченская Республика Ичкерия существует, есть и будет. Еще 1000 лет будет, пока будет существовать государство, до тех пор будет существовать Чеченская Республика Ичкерия. Ну вот, в принципе, такие вот события произошли. Для ичкерийцев, для нас, для чеченцев этот день священный, 6 августа. Я этот день очень хорошо помню. Я видел некоторые вещи своими глазами в то время. И это был великий день, великий день. Так. К большому сожалению, победив в военном плане, в политическом плане мы не справились. В силу, конечно же, объективных причин. Запад, который выторговывал у России Югославию, как мы сейчас видим, выторговывает там вопросы с Ираном, выторговывает вопросы с Сирией, сейчас Армения, Азербайджан. Вот точно так же тогда стоял вопрос по поводу Югославии и вопрос Косово. Также было важным ядерное разоружение, биологическое, бактериологическое вооружение России. И вот благодаря вот этому Запад посчитал, фактически обменял нас. Да, некоторым не нравятся мои вот эти резкие, грубые высказывания, но я это делаю для чеченцев, чтобы чеченцы запомнили, молодежь запомнила, которые будут, чтобы не обманывались, не обманывались.
Есть только интересы у государств. Никакого международного права, когда касается национальных интересов, ну, некоторые соблюдают это, но если это касается каких-то очень важных национальных интересов, международное право нарушается. И не только Россией оно нарушается. Тоже будет честно, если мы будем говорить, как есть. Как есть. К большому сожалению, вот мы оказались в такой ситуации. Потом чеченский народ продолжил свое сопротивление, не покорился, не сдался, несмотря на то, что вокруг Аслана Масхадова, который, ну, фактически пошел на поводу у российской вот этой пропаганды и вокруг себя собрал много российских агентов. Они были вокруг Джохара Дудаева, но Джохар Дудаев их хотя бы выявлял и изгонял. А Аслан Масхадов, зная их, все равно подтягивал. Опять же, например, тот же известный вам и в Украине сейчас, который представляется ложно, представляется советником Джохара Дудаева, Руслан Кутаев, который очень любит якутские алмазы и не собирается уходить из России. Это его слова, которые он прямо говорил, и это не смущает в Украине ни Гордонов, ни всех остальных, которые его приглашают, дают ему там площадку и с ними там пытаются разговаривать. И его как-то пытаются легитимизировать. Этот человек представлял, он входил в правительство Масхадова, но все знали, что он работник России, и он занимался контактами с Степашиным, как он сам об этом рассказывает. Степашин это человек, это директор ФСБ бывший, это генерал ФСБ, который является одним из зачинщиков первой русско-чеченской войны, у которого по локоть, по горло, по макушку в крови чеченского народа. Понимаете? И этот Степашин также и провокатор второй русско-чеченской войны, когда в Чабан-Махи и Карамахи в Дагестане, он был тогда министром внутренних дел, видимо, для этого его перевели на эту должность, и они там как будто установили в своей России, в своих двух населенных пунктах Чабан-Махи и Карамахи, даргинские населенные пункты, установили ну, так называемое шариатское правление. Единственное шариатское проблема было, там водку перестали продавать, и участковый, если он там был, его тут прогнали. Вот это было все шариат. Там и так как жили мусульмане, кто не пил водку, тот ее и так и не пил, просто ее больше нельзя было купить в этих населенных пунктах. И чем закончилось вот это становление Степашиным шариатского правления в Чабан-Махи и Карамахи, мы тоже хорошо помним. Это была провокация для того, чтобы обвинить в этом чеченцев. Конечно, из этого у них ничего не получилось. Чеченцы пробили коридор, выбили, чтобы кто не помнит, я немножко дам справку. Было установлено вот это шариатское правление при помощи Степашина и друга и коллеги Руслана Кутаева. Эти люди жили в своей России и как бы не пили водку. Вот все было. Вот там как жили, так и жили. Русские их окружили и начали их уничтожать. Уничтожать, потому что там скопление террористов и так далее, и так далее, и так далее. Причем люди, которые жили в Чечне, дагестанцы, они перебрались туда, и вот там тогда началось какое-то брожение. Это граждане России, дагестанской национальности, разных там национальностей, которые перебрались туда, и потом их начали уничтожать. И они попросили о помощи. Предварительно представители дагестанской стороны, гражданского там общества, там разных там объединений, они заключили договор с Шамилем Басаевым о взаимопомощи в случае необходимости. И это была провокация. Шамиль Басаев, зная, что это провокация, но вынужден был, понимая, что он был поставлен перед фактом, он вынужден был пойти туда с добровольцами для того, чтобы пробить коридор и вывести оттуда людей. Запустили они утку, что они идут там на Махачкалу, пойдут там, захватят весь Дагестан и так далее, и так далее. Но на самом деле в планах было просто пробить коридор и вывести оттуда людей.
Все, кто принимал участие в этой операции, были абсолютно добровольцы. Шамиль Басаев на тот момент не занимал никакой пост в Чеченской Республике Ичкерия, как, например, Гиркин, который пошел то в Крым, потом Луганск, там, Донецк и так далее. Офицер, подполковник, что ли, кто он там, ФСБ, который в отставке и не занимает никаких должностей. То есть это не было казусом Белли, не было поводом к войне. И поэтому Шамиль Басаев с добровольцами пошел. Аслан Масхадов, президент, заявил о том, что наше чеченское государство не имеет никакого отношения к этой операции, что это чисто работа добровольцев. На Западе это приняли и тоже не посчитали это казусом Белли. Нужно напомнить, что до того, как Шамиль Басаев пошел в Дагестан, проводя эту спасательную операцию, русские уже нарушили договор, подписанный Масхадовым и Ельциным, зашли на территорию Чеченской Республики, убили наших пограничников, захватили пост пограничный, заходили на территорию нашей страны, грабили людей, проживающих на границе, в Ставропольском крае, Дагестана, России, на границе с Россией. И грабили, унижали, срывали цепочки, сережки женщин, там, ну, короче говоря, провоцировали как могли. Плюс убили людей и зашли и заняли часть нашей территории. Чисто нарушили тот договор. И только после этого произошла вот эта спасательная операция. И даже после этого Запад не дал отмашку на то, что это является казусом Белли, поводом к войне, юридическим поводом к войне. Именно поэтому, не потому, что Шамиль Басаев пошел со своей спасательной операцией в Дагестан, что, вероятно, можно было бы и не делать, чтобы не провоцировать, не давать основания, потому что мы должны были быть там святее Папы Римского в отношении международного права. Это Россия может нарушать международное право, и другие большие страны могут нарушать его. Потому что они его под себя писали, они хозяева этого мира после Второй мировой войны. Они поделили мир между собой, и, к сожалению, какое отношение я, как чеченец, имею к тому, что Гитлер начал войну против коммунистов или против поляков или чехов. Началась Вторая мировая война в Европе, начали друг друга люди убивать. Какое отношение я, мой чеченский народ имеют к тому, что вот, фашисты, нацисты, коммунистические фашисты, нацисты убивали друг друга, убивали всех, кто им придется, там подряд убивали? Я не могу понять, почему я должен был, мой народ должен был оказаться разделенным и оказаться в зоне влияния фашистской России, коммунистической фашистской России. И после этого все с этим соглашаются. Просто невероятно. За что нам такое счастье, я просто не могу понять. За что вот нас так осчастливили. Сами они, вот эти все сатанистские, вот эти нацисты и коммунисты, убивают друг друга, а потом мы должны отплачивать. И ну, мир поделили. Как бы там ни было, мир поделили. Мир поделили, и мы остались вот в этой фашистской России. И вот благодаря вот этой несправедливости мы оказались там, где сейчас мы находимся. Из-за того, что поход, спасательная операция Шамиля Басаева, да, и начать говорить, что Шамиль Басаев напал на Дагестан. Это была провокация, чтобы дагестанцев подначить, чтобы сказать, смотрите, на вас напали там, и так далее. Почему на Дагестан? Это же Россия. Ну и как-то, может быть, неудобно было русской пропаганде говорить о том, что вот такая вот Ичкерия, которую на карте можно только с лупой найти, нападает на самую большую страну, ядерную страну, или может и не ядерную, ну тогда казалось, что ядерную, страну под названием так называемая Российская Федерация. Именно потому, что это не послужило достаточным основанием нападению, к началу агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, Патрушев и Путин взорвали свои дома.
в 99 году. Более того, все 3 года, межвоенное время, после Первой русско-чеченской войны, я это все отлично помню, так как на себе это все лично испытал, проживал, учился в Санкт-Петербурге и очень хорошо это помню. Чеченский след, чеченский бандит, чеченский террорист там, и так далее, и так далее, и так далее. И потом плавно все это переходило в исламский террорист, исламский этот и так далее. И загоняемый чеченский народ в угол, в ад, уничтожалось все живое. Русские применяли все методы, и психологические, и пропагандистские, физические. Уничтожение было всего живого. Чеченский народ начал себе замыкаться и обращаться к Богу. От этого лицемерного, этого подлого, этого мира начали закрываться. И очень была наша пропаганда в лице Маулади Удугова начала играть на руку сегодняшней фашистской России, которая представляла нас исламистами. И у нас не было никакой защиты. Информационно мы рассчитывали, что Удугов, который был при Дудаеве, продолжает быть тем же патриотом и так далее, что оказалось наглой ложью. Маулади Удугов сделал все возможное, чтобы чеченцев представили исламистами и террористами. И его вот эта пропаганда очень сильно влияла. А мы верили, что это соратник Дудаева. А после, видимо, гибели Дудаева, Удугову, Закаеву и разным другим вот этим около дудаевским вот этим кругам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. И они решили идти вот во все тяжкие. Фактически на заклание чеченский народ отдали. И мы как бы стали террористами-исламистами. Да, мы мусульмане, мы молимся, мы говорим Аллах, мы говорим Бисмиллахи рахмани рахим, мы говорим Аллаху Акбар. Как говорят, 2 миллиарда или 1,5 миллиарда мусульман на этой земле. Но вот мы стали такими террористами. В это время как раз был такой борьба с международным терроризмом. Соединенные Штаты, потом уже в 2001 году произошло нападение на Нью-Йорк, на башни-близнецы 11 сентября. И нас потихоньку начали пристегивать к этому. И фактически чеченское демократическое государство было никому не нужно. Обратите внимание. Чеченские демократы не нужны демократам на Западе. На Западе нужны чеченские террористы и исламисты. Демократы, как чеченский демократ, я вам скажу, на Западе не интересуют практически никого. Понимаете? Никому это не интересно. И России это, конечно же, тоже не интересно, чтобы чеченцы, голос чеченцев появился. Понимаете? Всем интересен исламский террорист. Или российские чеченцы интересны. Я вам по Германии скажу. Понимаете? В Германии заигрывают, постоянно общаются с российскими чеченцами. Сейчас, правда, как-то неудобно получилось. Как-то сейчас уже как-то надо что-то делать. А делать-то нечего. Понимаете? Понимаете? Чеченцы все закрылись и так далее, и так далее. И уже чеченский народ находится в заложниках. И я по себе могу сказать на своем примере, какой террор к родственникам, моим бывшим родственникам оказывается. И я вот представляю, когда это тогда было. Представьте, сейчас, когда вроде бы уже не так сильно, если еще бы я был бы представителем ичкерийской власти, там еще, представляете, какой террор к родственникам, друзьям, и все это оказывалось. И период между двух войн Россия проводила теракты, исламисты, бандиты, чеченцы, теракт, убийство и так далее, и так далее, и так далее. Днем и ночью. Днем убивали чеченцев и говорили, какие чеченцы ужасные. Как приблизительно сейчас мы видим, вот пропаганда российская и других, как происходит в Израиле, вы видите. Напали, уничтожили людей, началась оборона и начинается. Да, у Израиля сил больше, чем у Ичкерии, поэтому он победил своих врагов, практически победил своих врагов. Но вот представляется, что вот Израиль это исчадие ада. Вот так вот, то, что есть сейчас у Израиля, у чеченцев 1% не было, чтобы информационно защищаться. И в 1999 году, кульминацией, после того, как Шамиль Басаев не пошел на Махачкалу, не стал захватывать весь Дагестан, освободил женщин, детей и вывел их в Чеченскую республику Ичкерия,
русские начали масштабно взрывать своих людей. Взрывали метро, взрывали автобусы, взрывали там переезды, проход, все что угодно взрывали. Но вокзалы взрывали. Но потом начали взрывать дома, потому что у каждого человека есть дом, и каждый человек живет, ложится спать в этом доме. И ночью в самых бедных районах, где взрывались дома, это были самые бедные районы, самые незащищенные районы людей. Обычно это были кирпичные дома, не плиточные, чтобы никто не выжил. Взрывались эти дома. Первый дом был взорван в Буйнакске. Это нужно было связать с Шамилем Басаевым. Начались взрывы в августе, в сентябре. Начались эти взрывы. В Буйнакске был взорван дом с семьями российских военнослужащих. И для того, чтобы связать с Шамилем Басаевым. Типа Шамиль Басаев потерпел поражение, хотя поражения там не было. Операцию, которую поставил Шамиль Басаев перед собой, она была выполнена, люди эвакуированы и спасены. Ну, представлялось, что месть такая, месть. Наша пропаганда, чеченская пропаганда в лице Удугова и других, не начала днем и ночью трубить об этом, к большому сожалению. И следующий дом был взорван, два дома было взорвано в Москве. Это делалось для того, чтобы как можно больше было этому привлечено внимание. Журналисты, иностранцы, все живут в Москве. Пропаганда была оголтелейшая, просто сносила голову, мозг любому выносила. Затем дом был взорван в Волгодонске, в 16 километрах от Ростовской атомной электростанции, для того, чтобы запугать Запад, все, кто даже не хотели идти на уступку России, вынуждены были пойти на уступку, потому что чеченские террористы, если уже жилой дом с людьми, женщинами, с детьми взрывают, то атомную электростанцию завтра могут взорвать. Это угроза. И потом, как мы знаем, учения с сахаром, патрушевские учения с сахаром, на самом деле с гексогеном, где в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ. Очень похожие на террориста Гиркина. Террориста Гиркина, которого, кстати, на украинских телевидениях очень любят рекламировать и цитировать его, повторять, какой он умный там и так далее, и так далее. Как мы знаем, Рязань — это все военные училища, очень много, большая концентрация военных именно в городе Рязани. Это делалось для того, чтобы эти люди, русские военные, имели мотивацию для уничтожения чеченского народа. И в Рязани были подзадержаны ФСБшники. И можно было бы предположить, что российские военные были обмануты. Они они очень благородные русские офицеры, которые за честь, за свой народ там, и так далее, и так далее. Если бы в Рязани не поймали ФСБшников. Но когда поймали ФСБшников, всем стало очевидно. И я могу сейчас ошибиться, 21, по-моему, сентября были задержаны российские ФСБшники в Рязани, рязанской милиции, тогда еще милиции. А 22-го Путин сказал, мы будем мочить в сортире, и началась массированная бомбардировка Грозного и его окрестностей. Так началась Вторая русско-чеченская война. Так вам небольшой экскурс в историю. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Я смотрю, Троллятина здесь активно общается, пишет комментарии. Давайте об этом и многом другом поговорим. Так. Ваш прогноз насчет Украины в течение года. Война будет продолжаться. Вот мой прогноз. С каких пор Чечня Европа?
ну, пишет мне русский еврей. Ну, вообще, русский еврей, это, знаешь, как сказать, русский немец. Да? Вообще, на территории России еврей, чеченец и американец – это враг номер один. Сейчас и украинцы к этому добавились. Поэтому русский еврей – это быть как кадыровец. После 7 октября, когда вас уничтожали арабские ЧВК русских, мне кажется, очень несерьезно называть себя русским евреем. Ты или крестик сними, или трусы одень, как говорится. А с каких пор Чечня Европа? Ну, еще ты знаешь, почему ты не еврей. Потому что ты тупой. Понимаешь, ты просто не знаешь географию. Посмотри географию и узнаешь тогда, что Чеченская республика – это Европа и относится к континенту Европа. А белый человек во всем мире называется кавказской расой. Ну так, на всякий случай. Не потому, что я хвастаюсь, просто чтобы ты понимал, что ты тупой и никакой ты не еврей. Хотя, может быть, еврей тоже. Разные бывают тут среди евреев. Особенно, если они русские. Так, давайте дальше. Почитаем ваш комментарий. Сегодня день, когда США скинули первую атомную бомбу на Японию в августе 1945 года. Да, 6 августа 1945 года. Да. И знаете, 6 августа это очень такая важная дата англосаксонской истории. 6 августа. Можете задать чат GPT, он вам расскажет. Международное право нужно забыть, его много кто не уважает. Ну, если убрать международное право, тогда мы как раз возвращаемся там, в средние века. И нет, международное право – это единственное, что еще пока осталось. Да, его нарушают. Да, когда нужно, его нарушают те, кто может себе позволить его нарушить. Но мы не можем себе ни позволить его, не можем ни игнорировать его. Это наша единственная защита, которая есть. Хотя она, конечно же, не всегда работает, эта защита. Асна, есть вопрос. Может, не по теме, о чем ты сейчас говоришь? Не хочу тебя сбивать с темы. Да, Эд, пожалуйста. Машвойло. Жду вопроса. Сейчас не проскочите бы его. Василь Макарга. А теперь Кадыров нагибает Рафию. Василь, это провокация и пропаганда, которую нам навязывают. Это не так. Кадыров не нагибает Россию. Кадыров это и есть агент ФСБ, который делает все, что ему говорят. Он не может нагибать Россию, понимаете? Потому что Россия принадлежит ФСБ, а он их марионетка. Понимаете? Это большой-большой обман, сконструированный Россией и ФСБ представить Кадырова какой-то независимой фигурой. Это наглая, просто абсолютнейшая ложь, которая утверждает российская пропаганда. Главным на сегодняшний день во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия является главарь банды УФСБ по Чеченской республике,
соорганизатор теракта 2013 года в Бостоне Дмитрий Кечкин, чтобы вы знали. До этого был Кочнев. Кочнев был. До него был Хвостиков, Игорь Хвостиков. И вот эти люди и являются, которые возглавляют реально, юридически, фактически власть Чеченской Республики. И Кадыров просто находится в такой золотой клетке и питается из золотых там тарелок. И абсолютно управляемая фигура. Никаких контрибуций, никаких компенсаций, никаких нагибаний. Ничего близко этого нет. Близко даже. Понимаете? Это все миф, который хотят нам навязать. Это как представлять Пушилина или Гоблина из Крыма, представлять какого-то там свободной независимой фигуры, которая нагибает кого-то. Это абсолютно не так. Абсолютно. Павел Епишкин, скину ссылку на эту трансляцию МВД. Павел, и МВД, и ФСБ, каждый мой стрим смотрит. Не переживай за них. Все там нормально. Они все контролируют, все записывают. Более того, конспектируют каждое мое слово, понимаешь? Вот стукачи, это вот и есть ваша русня. Одна сторона, одна часть советских людей сидела, другая их охраняла, понимаете, и стучала. Вот ваша суть просто. Я вам правду рассказываю, а вам это не нравится. МВД, ФСБ, ГРУ, там, МЧС, куда вы только не звоните. Полный вперед. Они и так, они скажут, они тебе расскажут даже то, что ты сейчас не услышал. Я здесь столько рассказал правду про вашу страну и про ваше ФСБ, что они тебе скажут, да это все ерунда, то, что ты сейчас говоришь. Он нам столько, мы про него знаем. Так что давай, Пашка, вали отсюда. Почему Патрушев и Путин взрывают спящих людей на России? Логичный и уместный вопрос задает Аснабек Тутаев. Да, потому что русские для них ничего не представляют. Абсолютно ноль для них. Человеческая жизнь, в том числе и русских. Приветствую вас, Сергей. Приветствую. Русская традиция стучать. Да, Амир, абсолютно так. Уитков приехал к Путину, а не наоборот. Где унижение? Аслан, таблетки забыл принять, говорит Вега, Видео, Epic Games. Ну, это вся троллятина, короче, здесь мне тут пишет. Потому что по никам даже можно определить, что галимая троллятина. Дело в том, что позвал Путин, попросил СМС-ку в лице Уиткова приехать. Он чиркнул смс-ку, получил от Трампа, чиркнул следующее и отправил обратно. Не знаю, зачем это все делается, зачем это говорят, просто я не могу понять, зачем разговаривать с Путиным, кто такой Путин, чтобы с ним разговаривали. Нет у них никакого ядерного оружия, ничего они не применят, абсолютно никакого ядерного. У них есть максимум вот этот радиоактивный полоний, которым они людей травили. И то тогда засветились, и сейчас они его там так, наверное, спрятали, что найти будет его очень сложно. Так, Эд, я не вижу твой вопрос. Если ты не ушел. Фосфорные бомбы. Запрещен международным правом, были использованы русским против мирных жителей. Хундуя, Сергей, забанить. Цугума Мацабар. Аслан Моментс. Почему ты забанил вот этого Сергея? Вроде бы я видел его последний комментарий, ничего он. Вот этого русского еврея убери отсюда, просто меня этот троллятина раздражает. Сергея за что ты, я так и не понял, забанил.
Аслан Моментс, ты меня видишь, слышишь? Путин и Медведев на вагонетке в метро ездят. Боятся, что как в Хиросиме будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Будет ли как в Хиросиме, я тоже уже сомневаюсь, что там кто-то их будет. Знаете, эти ФСБшники уже в очередь выстроились, а это же так, сюда, на запад. И это очень выгодный такой арсенал, понимаете, это и такой ресурс. Потому что у них есть информация, они могут управлять этой Россией. Они у них забирают всю информацию, давайте, 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 выжимают, как полотенце, да, мокрое, выжимают, 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 и все. Вот все, что делают вот эти КГБшники. Скорее всего, если русским это не нужно, россиянам, люстрация, еще когда Советский Союз заканчивался, тогда еще про какую-то люстрацию говорили, тогда Буковский был, какие-то люди были. А сейчас нету никого, все симулякры одни сплошные, понимаете? Кто будет это делать? Кто будет? Ходорковский будет, фашист, КГБшник будет это делать. Кто будет там? Кто сейчас? Кто? Пономарев будет. Ну все, симулякры, одни сплошные симулякры. Нету настоящих русских, российских там, оппозиционеров, да, всех убили, запугали, купили, дискредитировали и так далее. И Запад раньше хоть какая-то какое-то противостояние было. Сейчас эти все КГБшники здесь, посмотрите, Гудковы, Ходорковские, вот эти все, как Трикадзе, вот это дождь, вот это вся. Это все же их, они все матерые пропагандисты, понимаете? Они все легитимизировали геноцид чеченского народа. Невзоров, посмотрите. Это все, они здесь ходят, общаются, каждый день вещают нам. Никому это не нужно. Все, нету уже, да, буйных русских не осталось, россиян уже не осталось. Честных, порядочных, единицы есть, просто единицы. Многие украинские СМИ дали сленг «кадыровцы». Как называть тех, кто воевал с фашистской Российской Федерацией в Ичкерии, да и тех, кто сейчас воюет за фашистскую Российскую Федерацию, украинцы? Может, мы их будем называть будановцы? Как ты думаешь? Эд, справедливости ради нужно сказать, что кадыровцами мы призывали украинцев называть их не чеченцами, а кадыровцами. Но это не совсем точное определение, не совсем правильное определение, потому что кадыровцы это только вот верхушка айсберга. На самом деле там есть другие кланы ФСБ, не так раскрученные, не такие богатые, как кадыровцы, потому что все вот заняли клан Путина, ФСБ кадыровцы. Есть еще другие. Потом еще есть ГРУ военные, которые очень много, которые именно были вот непосредственными мучителями и убийцами чеченского народа. Больше, чем ФСБ. ФСБ так, информацию собирал, постукивали, там, сдавали кого-то. А убивали вот эти ГРУ, МРУ и все военные. Они тоже есть. И они сейчас тоже воюют. Поэтому кадыровцы это не полное название. Можно просто в общем сказать все вот эти российские чечены. И ты абсолютно прав по поводу того, что почему вот этот экзотический у них там блогер есть, который непонятно какого фига там делает, короче, сидит постоянно. Раньше у них другой был товарищ, потом мы с ним поговорили, с этим товарищем, Золкин такой был. И я немножко о нем рассказал, дал понять, и чуть-чуть привлек внимание к этой персоне. Все, теперь его куда-то не сдвинули. Кстати, за убийство сидел, бывший мент, по-моему, сидел за убийство. Его вытащили под это дело, и он сейчас занимается общением. Для чего это общение делается, непонятно. Но чувствуют они себя финансово, я так полагаю, неплохо, вот эти товарищи. И вот этот второй, который экзотический, вот этот блогер, который громко себя иногда называет журналистом, общается, и когда перед ним сидит украинец,
почему-то он его там не пытается уколоть, там что-то сделать. А когда попадается там чеченец, российский чеченец, вот постоянно пытается уколоть. Кстати говоря, очень интересно наблюдать, как сейчас пропагандист, матерый пропагандист Дудь, которого тоже 10 миллионов подписчиков, YouTube-канал не запрещает. Мой YouTube-канал на территории фашистской России запрещен. Я преследуюсь со всех сторон. У меня вообще большие-большие проблемы со всех сторон. И вы видите, у меня 118 тысяч всего подписчиков на YouTube-канале, там 45, по-моему, тысяч в TikTok. Но меня как бы врагом номер один объявили. Я знаю почему. Потому что я говорю правду и как есть говорю. А этих людей, например, никто не прекращает. И вот садится Дудь и начинает раскручивать другого пропагандиста, Невзорова. Так вот, украинцы абсолютно не стесняются, вырезают куски, выкладывают. Он, кстати, гражданин Украины. При Зеленском, кстати говоря, Асланбек, ты писал, что при Порошенко, при Зеленском ему дали это гражданство, помогал давать это гражданство, скорее всего, Аваков и Антон Геращенко. Ну, Антон Геращенко упоминается, а Аваков не упоминается. Он куда-то исчез, Аваков. Почему он еще либо не на фронте в штрафбате, или не сидит под следствием, или не было суда над ним, тоже непонятно, над Аваковым. Тоже интересная персона. И вот берут и цитируют его, там, Невзоров, там. Да это пропагандист, украинцы. Я вас предупреждаю, что это пропагандист. Вы ему дали гражданство, вы его там холите, лелеете, там, и так далее. И его такие ярые украинские там патриоты. А я говорю, а давайте я тогда Скобееву и Соловьева возьму какие-нибудь удачные их выражения, какие-нибудь фразы. Буду вырезать и у себя на канале выкладывать, в Facebook выкладывать. Как вы к этому отнесетесь, украинцы? Как вы отнесетесь к тому, что там я Симонян буду там рекламировать у себя на канале? Ну, если вы хотите, чтобы к вам относились уважительно и соответственно, нужно относиться к другим, мне так кажется. Ну нет, это как бы игнорируется. Мне один украинец, который уже много лет у меня является в Фейсбуке другом, пишет, но когда ты, говорит, апостол, кто там был, Павел, что ли, или кто там, он кого называет, он тоже, говорит, сейчас я... Это просто интересно было такое выражение. Якщо згадати, ким спершу був апостол Павел-то, понимаете? Невзорова сравнили с апостолом Павлом, который сперва преследовал христиан, потом уже сам стал христианином, но сперва он преследовал, да, в убийствах, по-моему, участвовал христиан. И вот такой вот намек. Ну, давайте тогда я Путина буду рекламировать. Давайте я буду тогда там Симонян, да, Соловьева рекламировать. Соловьев ничего плохого про чеченцев не говорит. Абсолютно наоборот, он говорит, как он уважает чеченцев и так далее. Давайте я буду тогда Соловьева, тогда почему бы и нет. Вот такое вот отношение. Это у таких широпатриотов, которые, так мне-то, ладно, вы что угодно делаете, это ваше дело, просто вы себе змею на груди пригрели. Завтра эта змея вас укусит. Ну нет, вот такое вот отношение. Да, было бы правильно, я с тобой согласен, было бы правильно украинцев, которые воюют против Украины, и кто воевали против Ичкерии, называть будановцами. Да, отличное название. Будем называть его будановцами. Пойдемте дальше. Эти ФСБ как тараканы здесь бегают, чтобы слить информацию. Да, они себе завоевывают свободу в будущем суде, процессе, если он будет, конечно. Завоевывают себе место под солнцем. Выживают как могут. Они хорошие русские, хуже, чем Путин. Путин хоть не притворяется. Абсолютно точно, Амир. Абсолютно. Вот в ТикТок, у нас стрим идет в ТикТок и в YouTube, как обычно. Невзоров близкий соратник Путина по Санкт-Петербургу. Он его был на выборах президента, он его был, кто у него там, его
его штаб возглавлял избирательный, понимаете, Невзоров. Да это просто смешно просто, как это так просто, это вот так все перемешано, и ты объясняешь людям, ничего не понимают. Вот поэтому сегодня мы там находимся, где мы находимся. Точнее, Украина находится. Каждый день хоронятся украинские парни, девушки, разрушается инфраструктура и так далее. Поэтому Америка не дает достаточно оружия, постоянно там какие-то сопротивление какое-то идет. Да, вроде бы они против России, да, вроде бы они... Мы это все проходили. Вон Закаева, посмотрите. Приняли у себя Закаева. Я уже сколько лет сижу, рассказываю вам про Закаева. И ноль так, ноль, тишина просто в ответ. Просто это невероятно. Как это так? Как такое возможно? Ты объясняешь, эти люди меня вербовали на то, чтобы пытались вербовать, чтобы я работал против Украины. Буквально за месяц, за два, за три, за полгода. Это было 6 августа. Как раз это было 6 августа 2021 года. 4 года назад это было. Я писал, говорил, кричал об этом, везде просто распространял информацию. Закаев приезжает, разговаривает, Буданов у нас медальку берут. Так кто такой Буданов после этого? У меня абсолютно не верю Кириллу Буданову, какие-то вещи. Почему убивают столько людей, а по Буданову ни разу не прилетает ни одна ракета? Как будто там по штабу вроде бы прилетала ракета, и то в воду упала, не долетела. И все. Ни по ФСБ не бьют, ни по Буданову не бьют, ни по СБУ не бьют. Бьют по гражданским домам, бьют, по другим бьют. А почему так? Вопрос возникает у меня. Почему так происходит? А вот сами ответьте на этот вопрос. Невзоров, старая школа КГБ. Да, потомственный КГБшник Невзоров. Так. Друга Путина в Украине дали работу пропагандистам. Да, и это не только один. Сколько они нам мозги выносили Фейкиным и Арестовичем. Ты им говоришь про Арестовича, про Фейкина. Просто ноль эмоций. Все, продолжать. А кто это делает? Объясните, кто это делает? Это делается на самом верху. Если верить Швецу, то на самом верху сидит Ермак и Подоляк, который был еще старым пропагандистом, еще при других. Вот этот Фридом, МИДом, вот это все, Лига свободных наций, какой-то бред собачий, российский КГБшный нам тут навязывают. Вот зато красиво говорят. Красиво говорят. А толку, если это все российская пропаганда? Ну и, конечно, используют людей на этих каналах, которые, не понимают, что происходит. Просто идет обман, большой обман. Ислам дался подарок. Была очень справедливая человек Новодворская. И сейчас тоже есть хорошие русские, но их очень мало. И Кадыров раб Путина, что прикажет Путин, прикажет, то и будет делать. Конечно, конечно. Есть договоренность между властями Москвы и Киева по своим не стрелять. Буданову и все остальные. Ну, только этим объясняется. Только этим объясняется. Только этим объясняется, почему там находится Закаев. Вот у меня другого объяснения нет. Как это так? Что это такое? Кутаев, там, Закаев. Да, так победу не окажется. Пока украинцы, патриоты закончатся на фронте, и потом эти опять скажут. Это, кстати, во власти те, кто звали этих русских. Понимаете? Заходите, гости дорогие, братушки, новое дворянство, заходите к нам. Мы всех победим. Украинский народ встал просто и дал отпор. И вот эта вся гибня просто заткнулась. И теперь она изображает из себя патриота. Вот я по Закаеву сужу. Закаеву, Кутаеву. Посмотрите, как они говорят. Вы их послушаете, если вы не профессионал и не знаете всех деталей, вы не поймете. Там чисто идет супер патриотическая ситуация, там речь идет.
Закаев на документах подписывал, что мы часть России. Понимаете? Часть России, что мы Россия. Это все Закаев делал. Это факты. Факты. Вон Аят Эдигов, наша единственная легитимная власть в лице президиума, они вот это все же выкладывают, говорят. Ноль. Просто ноль. А кто это делает? Верить Швецу, если, то это Ермак. Оттуда все идет вот так вниз. Вот он ставит, кого пускать, кого не пускать, с кем договариваться. И Зеленский такой вперед выдвигается, и сзади маячит Ермак. И они большие патриоты, они там борются, убивают там оккупантов и так далее. А в итоге катастрофа надвигается. Новодворская не русская, а еврейка. Да, Новодворская была еврейкой. Политковская тоже не русская. Политковская не русская, но Политковская выступала за то, что мы часть России. Земля ей пухом, светлая память. Но она выступала за то, что мы, то есть она вот, основную причину, за что борются чеченцы, за свою свободу и независимость, им в этом отказывала Политковская. Да, она жалела убитых, раненых, выявляла преступления и так далее, но в итоге она делала то, что делали все русские правозащитники. Все, говорили, мы часть России, и да, надо убивать. Вот у кого не добили, где там в концлагере оказался, или где-то там, вот, да, вот его жалко. А в чем причина, почему этот молодой человек и молодая девушка вышли и сражаются? Это как бы, это оставляем за скобками. Я не могу осуждать руководство Украины. Ну, выдать-то Невзорову, что значит оправдать все его... Но выдать гражданство Невзорову, это значит оправдать все его деяния и разделять с ним. И это несет ответственность украинский народ. Да, это совершенно верно. Когда выдали гражданство, я думал, это какая-то ошибка. Я отдельно видео записал. Я там, еще у меня были какие-то иллюзии насчет украинского вот этого руководства, там, что вот я там предупрежу, скажу, там, они поймут, там, потому что Невзоров это просто абсолютное беспримесное зло. Это фашист, просто печати ставить негде. Просто это убийца, это фашист, это пособник геноцида. Он представлял геноцид чеченского народа с человеческим лицом. Он объяснял, что нужно уничтожать чеченцев, что просто другого выхода нет, просто их нужно всех истребить. Просто без этого никак. Отрезанные уши, где он на свои 60 секунд чеченские уши отрезали там мирных людей, живых, мертвых отрезали, вешали на шею. Это все Невзоров очеловечивал, показывал это. И вот в Украине, значит, во власти, кто давал ему это гражданство, такие же, как Невзоров. А мне говорят, ну там у него 3 миллиона подписчиков. Это просто смешно. Это просто смешно. Это предательство украинцев, которые на фронте. Не то, что чеченцев предать, украинцев это предательство. И Украина проиграет эту войну. Проиграет эту войну, если это будет так продолжаться. А это, по всей видимости, так будет продолжаться. Никто не собирается это все отменять. И нету сил сейчас это отменить. Сейчас идет война, все тяжело и так далее. Погибнут русские, погибнут украинцы, а ФСБ, которая начала эту войну, КГБ СССР, КГБ РСФСР и КГБ УССР, они останутся при делах. По ним не летят ничего, их никто не убивает и так далее. Вот что мы видим. Их никто не убивает, никто их не репрессирует.
Чистилище — это ведь фильм Невзорова? Конечно, конечно. Чистилище, еще один там фильм есть. И знаете, этот фильм показывает, как ну, чеченец, который там залазит на танк, этому танкисту, объясняет: это моя земля, я за нее борюсь, там, ну, вроде правильные вещи, говорит чеченец. И такой вот такой пейзаж, такой Невзоров играет, этот, как его, Нагиев играет роль там чеченского этого командира и так далее. И он ему все объясняет, объясняет, и ему, а он же правду говорит. И всем русским нужно показать, за что вы воюете. Тогда же такой пропаганды, как сейчас, не было. Невзоров был, первые шаги делал в этом смысле. И они сидят на танке, говорит: вот, смотри, груз 200, там, 3-е, 10-е, там, туда-сюда. Ну, просто приводят ему железобетонные аргументы приводят. За что ты пришел на мою землю? Это моя земля, это мой дом, мой город. Ты за что пришел убивать, говорит Нагиев, вот этому танкисту. И тот говорит: я солдат, и выполняю приказ. И вот таким образом, тупым, пропагандистским образом, они оправдывали вот этому танкисту, как нужно размотать своих убитых в грязи. Представьте себе, в этом же фильме показывают, как своих убитых танкист вот так размазывает в грязи, вот эти, чтобы чеченам не попали, и они им там голову не отрезали, там, не прибили их там на крест. Потом чеченцы прибивают его на крест. Это Невзоров, который там христиан сейчас очень ненавидит. Как он там, это как раз религиозный фактор, вот, цивилизационный фактор, который КГБ, ФСБ всегда делало. Разделяет вот так. Вроде много правильных таких вещей, слов, но сама суть, что какой бы прав не был чеченец, но ты же русский танкист. Ты должен идти, да, он прав, это его правда, но ты же русский танкист. Ты должен идти и погибнуть там, и так далее, и так далее. И сейчас, когда он у Дудя берет, Дудь у него берет интервью, говорит: Дудаев много предсказал, и их бесит просто, что Дудаев стал символом. Вроде бы убивали, пачкали, грязью обливали. Дудаев стал символом свободных людей. Понимаете? В Украине он символ, и он останется еще на 100 лет символом, на 1000 лет останется. Не только в Украине, в других местах. И он говорит: но он ошибся в одном. Чеченцы, он раньше это тоже этот нарратив вбрасывал, что чеченцы хотят быть за Россию, говорит. Чеченцы быть за Россию не хотят. Я хочу вам открыть одну тайну про Невзорова. Его дедушка Невзорова, это его папа. То есть его дедушка КГБшник переспал со своей дочерью, извиняюсь за подробности. И родился вот этот ублюдок Невзоров, Сашка. Понимаете? У него нету ничего святого. Это просто ублюдок, самый настоящий ублюдок. Но он в этом не виноват. Он же не виноват, что у него дедушка оказался вот таким вот похотливым до своей дочери. И нарратив, который ублюдок Невзоров нам навязывает, он навязывает в том, что Дудаев ошибся в чеченцах. Тогда хорошо, Дудаев не знал чеченцев. Невзоров, Саня, не знал, он ошибся, он жил всегда в России, он намекает на то, что у него жена русская, он прожил всегда в России, он не знал чеченцев. Так как ты объяснишь то, что чеченцы 3 века до появления Дудаева на свет, 3 века сражались против вас? Как ты объяснишь то, что я и тысячи людей, которые, десятки тысяч, сотни тысяч, которые меня смотрят, продолжают смотреть, несмотря на репрессии, убийства. То, что над чеченцами висит дамоклов меч, над его родственниками, над любым родственниками чеченцев, это Невзоров выводит, опять же, за скобки. И говорит, потом, когда его этот Дудь прижал, уже когда аргументации закончились, ну, может, они лицемерят, говорит, ну, служат же. А если у тебя нет другой работы, если у тебя забирают твоих родственников, если твоих родственников казнят, расстреливают, репрессируют, то ты вынужден был брать это оружие и идти в эти бандформирования. Причем ваша ФСБ очень искусно умеет использовать. Понимаете? Использовать людей, чтобы их втягивать туда. Хитростью, обманами и так далее, и так далее. Поэтому вот такая вот
ублюдочная сволочь. Ну, если бы сказать просто там сволочь, ублюдок там и так далее, ну, это сказать просто как бы оскорбление там и так далее. Нет, это военный преступник, который, если хоть один чеченец останется, и мы получим возможность привлечь к уголовной ответственности этого преступника, мы сделаем все, чтобы Санек Невзоров, рожденный от дедушки, отца и дочери, понес суровое наказание за соучастие в геноциде чеченского народа. Дал мула. Дал мула. Да, ему Украина дала гражданство. Зеленский ему дал, при Зеленском. Ермак ему дал, скорее всего. И фигурирует фамилия везде в интернете Антона Геращенко, который способствовал его получению гражданства. Потому что с российским паспортом, вы понимаете, он здесь в Европе где-то, говорит, живет. А с российским паспортом, не попутешествуешь, там, неудобно. А украинский сейчас как бы самый котируемый паспорт. Вот там все радуются, да. Представьте, какая подлость и вероломство по отношению к Украине, не говоря уже про чеченцев, которым тоже такая же подлость и вероломство. А я весь Запад виню, весь мир виню. А винить нужно руководство в лице Ермака или там Подоляка или Геращенко, не знаю, кто у них там. Считаешь ли ты ингушей братьями? Гилани, ингуш. Я могу их считать кем угодно. Но они не перестанут быть нашими братьями, понимаешь? Я, другой кто-то, как угодно я могу. Но нравится кому-то, это не нравится, как угодно, кто угодно считает. Ингуши и чеченцы братья. Это один народ, не как русские и украинцы, а на самом деле один народ, который русские разделили. И дальше нас дробят, дальше продолжают делить. Так, Аслан, очень приятно вас слушать. Руслан, потому что я говорю правду и ничего, кроме правды. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Если Дон под контролем ФСБ, тогда Дон на совещании, смотря на Кечкина, говорил, что он расстреляет того, кто скажет снять хиджаб ее дочери. Во-первых, никогда, смотря на Кечкина, снять хиджаб, расстреляет, он не говорил. Никогда. Во-вторых, если нужно, он скажет все, что нужно, чтобы предстать защитником мусульман и так далее. У него два в мире лидера мусульман хотели стать. Это Эрдоган со стороны НАТО и Кадыров со стороны России, которые представляли лидерами мусульман. Потому что у чеченцев очень большой авторитет в исламском мире, в мусульманском мире. И тот авторитет, который чеченские воины, чеченский народ заработал, Россия решила переложить его на Кадырова и его таким представить. Не получилось. Его там везде вводили, возили и так далее. Чеченский народ не поддерживает, и, соответственно, авторитет из Рамзана среди ислама мусульман не получился. И он делал все возможное, поэтому ничего удивительного, что там Рамзан какие-то вещи говорит, там хиджаб снимет, расстреляет, там это сделает и так далее. Не сделает Рамзан ничего, Кечкину, по крайней мере. Да? Другого какого-нибудь чеченца он расстреляет. И то, всему свое время. Как гласит чеченская пословица, кто ел соль, тот будет пить воду. Максим, спасибо вам большое, Максим. Спасибо вам большое. Дудаев не просто герой, говорит Максим.
Я, украинец, считаю его пророком, великий человек. Да, Джохар очень был умным и очень имел аналитический склад ума. Да, это так. Ну, я смотрю, ты очень внимателен. Знаешь, что такое Кечкин? Да? Ты сам случайно не Кечкин, да? Ну ладно. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Сегодня я постараюсь в 12 ночи или в час ночи, как и вчера ночью, или точнее уже сегодня это было. Я 3 часа общался с украинцами на русском языке. У меня в ТикТок я организовал, тут люди заходили, выходили. Поэтому приглашаю вас сегодня ночью, не проходите мимо, канал Аслан Арцуев ТикТок. И заходите, будем общаться, поговорим на разные темы. Все будет Ичкерия. Адикёль Маш Оль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.